А почему мы должны платить только, которые нет услуги? Все прекрасно знали. Осенью срач был, да, такой, что дышать невозможно было. Сменить управляющую компанию вызвалась часть инициативных жильцов. Вместо ТСЖ Фучика 72 они решили выбрать УК «Правильный дом». Мы недовольны работой, потому что мы не видим этой работы. Начиная с 2019 года жители уже все это знали, видели, что работы никакой не ведется. Текущего ремонта, вы видите, сами никакого не производится, трубы все ржавые, текут. Жители решили перейти в другую управляющую компанию. В этой 9-этажке на 320 квартир есть жители, которые ТСЖ довольны и менять его не хотят. Мы голосовали за ТСЖ, потому что управляющие мы раньше были, Райдан был, все так же, чтобы дом порядок был. У нас во дворе и везде порядок был. Вот эти выступающие, вот эти люди, потому что они вообще не платят, насчет нас живут, насчет это, да. Которые это, да. И они выступают. Инициаторы перехода провели собрание собственников и обратились к Фемиде. В итоге арбитражный суд Поволжского округа принял решение передать высотку с 1 января этого года управляющей компании «Правильный дом», но ТСЖ сдавать свои позиции не собирается и еще раз провело собрание собственников. 18.10.21 было проведено собрание, были поданы документы в ГЖИ, и они сейчас лежат на рассмотрении. То есть о том, что у нас новый состав правления, то, что у нас собран кворум, более 50%, о том, что собственники нашего жилья выбирают выбор правления ТСЖ. Те, кто нашел эту управляющую компанию, являются на сегодняшний день злостными неплательщиками. Задолженность ВОЗ 292 тысячи. Как говорит Римма Зарипова, она перестала платить, когда появились сомнения в расходовании собранных средств. Почему она должна платить, если деньги неизвестно куда уходят? Как объясняют эксперты, при смене одной компании на другую долги не исчезнут. И только на общем собрании собственников, которое проводится по правилам 44-го приказа Минстроя, мы можем определить способ управления. Мы можем его в любой момент сменить, но нести ответственность все равно за все будут собственники. Зря надеются те, кто накопил долги, что вот сейчас придет какая-то другая компания, еще другая компания, еще другая компания, все долги спишутся. Ничего подобного, вы просто крадете у собственного дома деньги. В итоге сейчас в Госжилинспекцию Татарстана представлены 2 протокола собраний собственников и бюллетени. Те, кто за ТСЖ, и те, кто за управляющую компанию. Специалистам предстоит проверить документы и установить, что же подлинно и на чьей стороне большинство. В настоящий момент проводится проверка, сравниваются эти бюллетени. Если мы выявим, что в одних и тех же бюллетенях находятся разные подписи, то мы эти материалы отправим в органы полиции на проверку, а сами те бюллетени, которые мы выявим, что собственники не голосовали, мы их исключим, и если кворума не будет, то мы откажем во внесении изменений в реестр лицензий. Если же будет кворум, то мы обязаны будем принять решение о том, что будет управлять та управляющая компания, чей протокол последний будет легитимным. Проверку решено провести до 27 января. Как отмечают в Госжилинспекции, возможно, на это понадобится и больше времени. Добавим, что за подделку протокола собрания грозит уголовная ответственность. Дмитрий Айринин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.